День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». Меня зовут Сергей Михедов, и вот о чем мы расскажем сегодня. К бою готовы. Глава республики в Приморском крае посетил воинскую часть, где проходят подготовку военнослужащие из Якутии. Как идет боевое слаживание. Совсем молодой и уже имеет боевой опыт. Наша съемочная группа в Нерюнгри встретилась с участником специальной военной операции. Какой он современный герой. Возвращение к жизни Верхоянский улус восстанавливает после сокрушительного летнего паводка. Главный вопрос – готов ли район к зиме? Цены растут. На минувшей неделе стало известно об увеличении стоимости условного набора продуктов питания. Почем нынче мясо и овощи? Меньше недели остается до старта международных соревнований по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Дмитрия Коркина. В Якутск прибывают спортсмены со всего мира. Озвучим главное. Ключевой темой остается частичная мобилизация. Глава республики в Приморском крае посетил воинскую часть, где проходят военную подготовку военнослужащие из Якутии. Айсен Николаев с командиром части приехал на полигон, где идут занятия по тактической и огневой подготовке. Отметил отличное качество занятий и высокую квалификацию инструкторов, имеющих большой боевой опыт. У наших ребят высокий моральный дух. Все передают приветы своим родным и близким. Все понимают, что готовы защищать Родину. Главное, чтобы вернулись с победой, живыми и здоровыми, сказал глава республики. В ходе беседы с командиром военной части Айсен Николаев убедился, что боевое слаживание подразделения идет успешно. Вижу, что все условия Министерства обороны и командования Восточного военного округа для них созданы. Места проживания нормальные, питание хорошее, никто не жалуется. Командиры у всех опытные, тоже нацелены на то, чтобы наших ребят максимально здесь сейчас подготовить, для того, чтобы уже они в зону специальной военной операции прибыли максимально готовы. В Приморском крае как раз в эти дни находится и делегация из Вилюйского улуса. Они также встречаются в воинских частях с мобилизованными земляками. Первым делом делегация встретилась с бойцами в Уссурийске. Передали весточки из дома, теплые вещи и обмундирование. В плане посетить еще 4 военные части. Силами вилюйчан собрано и упаковано более 400 килограммов груза. Мы находимся на территории одной из частей воинских частей города Уссурийска. Встретили наших пацанов, мобилизованных парней с Вилюйского улуса, города Вилюйска, передали гуманитарную помощь, также амуницию, передали разгрузочные материалы, балаклавы и те самые амуниции, которые необходимы для наших парней. Также передали мы какие-то продовольственные продукты, которые направили их родственники. Между тем, пункт временного размещения мобилизованных якутян продолжает работу в Кангаласах. Председатель Госкома БЖ населения Дмитрий Лепчиков осмотрел и проверил условия пребывания. На данный момент на базе около 50 призывников. Они ожидают отправки в военные части. С какими замечаниями обратились мужчины касаемо условий размещения и какой настрой у защитников Родины, узнала Светлана Амосова. Добрый день. Как настроение? Нормально. Нормально? Сутки назад в пункт временного размещения поступили якутяне практически со всех районов и городов республики. Председатель Госком ОБЖ Дмитрий Лепчиков лично поговорил с мобилизованными и узнал, всем ли необходимым обеспечены земляки. Есть сейчас информация такая, что призывников мобилизованных наше Министерство обороны не всегда обеспечивает всем, чем необходимо. Если мобилизация будет продолжаться еще достаточно долго, а я думаю, что она будет продолжаться, неплохо было бы экипировать призывников сразу по месту, здесь, в республике, чтобы все уже отправлялись в полной боевой экипировке. Глава республики дал нам поручение всем обеспечить, независимо от того, что еще будет идти по линии Министерства обороны. Помимо этого, призывники обратились с просьбой решить проблему со связью в здании, так как у одного из операторов сотовой связи сеть очень слабая. Также выдвинуто предложение добавить больше розеток. На всех не хватает. По словам Дмитрия Николаевича, организационные вопросы будут решены.
Между тем, всем мобилизованным выданы визитки с номерами телефонов на случай непредвиденных ситуаций, если будет необходима какая-либо помощь. Звонки доступны круглосуточно. Со стороны республики окажут полноценную поддержку. Идет работа по заключению контрактов, логистики. Также планируются опорные пункты открыть еще на западной территории, чтобы быть близко к нашим ребятам и при необходимости оперативно им предоставить дополнительную экипировку. Ровно 33 года назад осенью Александр был призван на службу в войска связи. И спустя столько лет мужчина решился вновь связать свою жизнь с военной частью и добровольно подал заявление на мобилизацию. Прибыл я вчера в ночь. Ничего, разместили нас нормально. Тепло, кормят. Как отреагировали ваши родные? Как может супруга отреагировать или дети? Конечно, поддержали. Некоторые были удивлены, конечно. Должно, наверное, население сплотиться вокруг этого всего, когда стране тяжело. Настрой у якутян боевой. Все сосредоточены и ждут дальнейших указаний. Зов сердца, долг. То есть никто не косил. Пацаны в Казахстан, Грузию не бежали. Нормально поступили, сделали свой выбор. У всех семьи. У меня 2 детей. Хочу выразить большую благодарность мэру нашего города Удачный, Артуру Владимировичу Приходько. То есть, вообще здраво подошел к ситуации, поддержали, обещали поддерживать семьи. То есть, в этом плане мы не переживаем, тыл прикрыт, слава богу. Как говорят сами призывники, надо идти защищать родину и отдавать долг перед Отечеством. Здесь важен патриотический настрой и вера в светлое будущее. Светлана Амосова, Артем Алексеев, Кангаласы. Герой – человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества. Эти слова Юлиаса Фучика как нельзя лучше характеризуют героя нашего сюжета. Иван Лазаренко встретился с участником специальной военной операции нерюнгринцем Данилом Васильевым. Вчерашний школьник – один из тысяч ребят, посещающих средние общеобразовательные заведения по всей республике. Данил Васильев со школьной скамьи отличался стойким характером и умел отстаивать свою позицию. Рос с обыкновенным пацаном, и 2 мог получить, и уроки мог прогулять. Но Данила отличало упрямство, такой настойчивый характер. Он мог поспорить на уроке с учителем, например, литературы, и отстаивать свою точку зрения. Данил занимался в нашем школьном патриотическом военном клубе «Беркут». В 10 классе, как и многие мальчишки, принимал участие в военно-полевых сборах. В 2019 году Данил решил связать свою жизнь с армией. В 18 лет ушел по призыву и, отслужив, продолжил защищать родину на службе по контракту. Вернувшись домой, 21-летний юноша сейчас учится в Южно-Якутском технологическом колледже. Свое будущее он решил связать со службой в МЧС и посвятить себя спасению людей. Я понял, что общие структуры армии и МЧС, вообще пожарные спасатели, они общие, по мне. Я уже знаком с этой структурой, поэтому решил обучиться, а потом пойти в структуру МЧС, либо пожарную, спасателю. Но во время службы в составе группировки российских войск Данил оказался в буферной зоне проведения специальной военной операции на Украине, в самой гуще боевых действий против украинских националистов. Под Изюмом это было, под Изюмом. Мы наступали в бою, обстрел начался, все кого-то зацепило, не смертельно, все сразу отвозить. Потом второй залп. Все, тут конкретно нас посекло, всех, многих, даже меня в ногу посекло, получил ранение в правую ногу, в стопу, но это не столь критично. Страх в тот же момент улетучился. Я начал осматривать кругом, кого ранило, кого нет. Кричать: пацаны, кто вообще, отзовитесь, все. Понял, кого надо вытащить, кого нет. Осмотрел там еще кого, кто остался, более-менее как дышать. Погибших, которые уже сразу поняли,
то, что не стоит, лучше спасти живых. И именно там, рискуя своей жизнью, под артиллерийским обстрелом, Даниил, получивший ранение в ногу, вынес раненого товарища в безопасное место, а потом помогал в перевязке и эвакуации раненых сослуживцев. Я все-таки вот взял товарища, ему осколок каска прилетел там в ногу, но каска ему жизнь спасла, там большая вмятина такая была. Он как бы что-то кричал, лежал, я его поднял, взял свое оружие, его пулемет, его поднял, дотащил до машины, рядом с машиной сели. Там быстро сгруппировались, всех друг друга перевязывали, помогал в перевязке и вытаскивал товарищей. Чувство локтя, ответственность за жизнь боевых товарищей, слаженность при выполнении боевых заданий. Эти качества стали самыми важными, ведь именно они дают уверенность и в себе, и в тех, кто рядом, там, где нет права на ошибку. Я подумала, ну вот какое качество Данила отличало, что вот он так проявил себя героически. И могу сказать, что ну вот простой, надежный, сдержанный, немногословный парень, а проявил себя так в трудную минуту. Наверное, вот в течение школы и в семье, и в школе взращивались вот такие черты характера, как стойкость, преодоление себя в чем-то. Даже сейчас на гражданке Даниил снова и снова переживает те страшные события. Но наш герой уверен, впереди еще целая жизнь. У меня тоже какая-то обида есть, что вот даже среди моих родственников забирают, а я здесь живу. Думаю, вот как-то соберусь и сорвусь просто туда, на передовую, обратно к своим пацанам вернусь. Меня это колет здесь до глубины души. Ну и вторая сторона, то, что надо строить свою жизнь, личную жизнь. Я еще молодой. Ни семьи, ничего, хотя у меня своя семья, родители, брат, сестра есть. Тоже своя семья в городе. То, что мне нужно строить будущее, еще рано, как бы, до войны, тем более еще молодой, 21. Еще опыта нету какого-то. Вот. Поэтому я пока здесь. За мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга, пулеметчик мотострелковой роты Даниил Васильев награжден медалью «За отвагу». Вручая государственную награду, глава региона Айсен Николаев отметил, эти ребята – настоящие герои, на примере которых должно воспитываться подрастающее поколение. Иван Лазаренко, Сергей Козюра, Вадим Барашков, Нерюнгри. Не утихает и работа в тылу. Республиканские организации продолжают активную помощь для комфортных условий мобилизованных. Так, якутский котловой завод с помощью якутской кадетской школы решил отправить на территорию боевых действий санитарно-барачные палатки с установленной внутри печкой для обогрева. Палатка вмещает в себе около 40 спальных мест. Организация планирует в месяц изготавливать более 300 печек и направлять их в зону специальной военной операции. Самая большая особенность нашей печки – это его длительное сгорение. То есть на одной закладке на дровах горит более 2 часов. Обычные печки топятся, там уже горят где-то 30 минут, 15 минут. На углях уже наша печка горит более 4 часов. Мы создали 2 печки, АСПБ-57 и АСПБ-87. Одни отличаются размерами, весом и длительностью горения. Второй цех по пошиву обмундирования открыли в здании технопарка. Волонтеры из народного движения «Якутия с тобой» снабжают военнослужащих подсумками, чехлами для аптечки, рюкзаками, спальными мешками. Они так давно мастерицы освоили пошив толстовок и штанов из флиса. В день в цехе, где трудятся 6-7 добровольцев, шьют порядка 10 комплектов одежды. Весь расходный материал, а также машинки и другое оборудование – это помощь неравнодушных жителей республики и предпринимателей. У нас еще на дому сидят, шьют, многие женщины домой забирают. Сейчас у нас постоянно тут 5 женщин. У нас швейных машин не хватает, конечно. Кто-то приносит. Вот технопарк нам любезно предоставили свою швейную машинку. Не свою, они купили новую для нас специально швейную машину, а верложную машину купили. Мы ненадолго прервемся. В скором времени продолжим программу. Не переключайтесь.
Продолжаем программу. Уровень воды ежечасно то опускался, то поднимался. Сводки по затоплению объектов и состояние неопределенности. Именно это пришлось пережить в июле жителям Верхоянского района. Обильные осадки вызвали резкий подъем уровня воды у населенных пунктов, вследствие чего многие попросту остались без жилья. Моя коллега Надежда Саханская отправилась в Верхоянский район и готова поделиться подробностями. Все началось с небольшого села Суардах с населением в чуть более 300 человек. Виновником подтопления стал приток Яны, река Дулгалах. Приход большой воды для местных властей не стал сюрпризом. Мы подняли вертолет, и 8 на 9 ночи я со своей комиссией районной вылетели в село Суардах и ознакомились с ситуацией. Туда вертолетом доставили первую помощь из резерва района, это продовольственные и материальную. Так, и к тому времени уже силами населения и руководства наслега были выполнены работы по отгону скота и помощи гражданам. Конечно, самыми пострадавшими населенными пунктами стали село Баранук Бабушкинского наслега и город Верхоянск. Паводок настиг жителей совершенно неожиданно. По словам очевидцев, они занимались своими бытовыми делами. Как вдруг внезапно в населенный пункт хлынул поток воды. Наши парни там дамбу делали, и я помогала им, лопатку давала, инструменты давала. Потом парни повернулись и сказали, что если что, чтобы я позвонила. Я пришла домой с лопатами, положила все эти инструменты. Только поворачиваюсь, и вода нахлынула уже. И я бегом одна была, никого нету, и пришлось все самой таскать. Уже не успеваю ничего таскать. Так и было. С утра вообще даже не было такого в голове. Там говорили, чисто заранее был объявлен. Мы знали, что вот вода прибывает, что, возможно, будет наводнение, затопление будет. Но как-то в это не верилось. Вечером у нас все нахлынуло очень-очень быстро. Все подошло к двери, потом уже в дом зашло, и целых два дня затапливало. Вода на уровне 50-60 сантиметров держалась в Верхоянске продолжительное время. Пострадала от этого, конечно, и сельскохозяйственная отрасль района. Поголовье лошадей и крупного рогатого скота выжило, однако план по сенозаготовке не был выполнен в полном объеме из-за известных причин. Это вот называется Большая Поляна Лоханцеги. Общая территория 1200 гектаров, и из них сенокосных 480 га. Нынче скосили вот 200, заготовили, то есть 273 тонны из запланированных 390. Считайте, 69% всего заготовлено от плана. После паводка в районе до сих пор проводятся ремонтные работы на территории фермерских хозяйств, которые Управление сельского хозяйства района планирует завершить к концу октября этого года. Это сейчас может показаться, что да, действительно, в Верхоянске все в порядке, а от паводка не осталось и следа, который был здесь несколько месяцев назад. Однако сельское хозяйство все равно продолжает доказывать то, что паводок действительно был, и устранять его последствия. Вот, к примеру, крупный рогатый скот буквально несколько дней назад перевезли из Саилыка сюда, в зимнее жилище. Здесь вообще страшно, вода все здесь, в этом полу. Было вот эти пострадали, все это, полы все новые, вот вы видите, да? А так сам здание-то у нас, коровник-то старый был, должны бы уже который год. Ждем новый коровник, чтобы, пока нет. Вот видите, все. Пострадала? Нет, поголовье не пострадало. Сколько животных?
Так, у нас сейчас 226 голов, из них 80 телят и 100 коров и молодняки. Сейчас, в настоящее время. Что и говорить об объектах культуры, которые также ушли под воду. Однако сейчас, с ходом времени, основная часть восстановительных работ была проведена, и в настоящее время некогда затопленный район продолжает свою жизнь в привычном ритме. Ну а поселенцы строят планы на дальнейшее будущее. Известный этнокомплекс расположился в городе Верхоянске. Он был построен к одному известному празднику, который проводился в 2016 году – Эсэху Аланхо. В 2022 году этнокомплекс ушел под воду вследствие дождевого паводка. Разумеется, будь здесь плюсовая температура, мы бы оценили масштабы последствий. Но, глядя на следы отсыревшего дерева, можно понять, до какого уровня добралась вода. Власти города обещают, что успеют к 385-летнему юбилею Верхоянска, который уже будет в следующем году. И хочется надеяться, что здесь, на отремонтированной территории, будет настоящий праздник. Надежда Саханская, Григорий Николаев, Верхоянский район. Двигаемся дальше. Меры безопасности и охрану объектов усилят в Якутии. В республике указом президента России введен режим базовой готовности. Данный режим предполагает усиление общественной безопасности и охраны объектов жизнеобеспечения. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, будет создан специальный штаб, который займется анализом угроз и подготовкой комплекса охранных мер. Штаб возглавит глава Якутии Айсен Николаев. Между тем, строительство школ и детских садов – это большая и важная часть работы правительства Якутии. Задача, которую ставит глава, это чтобы маленькие якутяне могли получать знания в комфортных и современных условиях. Об этом на минувшей неделе заявил первый зампред правительства Кирилл Бычков. В этом году по нацпроектам и госпрограммам в регионе введут 13 школ. А это значит, что в комфортных условиях будут проходить обучение более 4000 детей. В том числе уже совсем скоро откроется самая большая школа в республике на 990 мест в микрорайоне Прометей Якутска, сообщил первый вице-премьер. Не менее важно сохранять тепло на всех соцобъектах. К слову, Якутская ГРЭС готова к отопительному сезону. С весны на предприятии ведут ремонт, испытания и профилактику оборудования. Одним из крупнейших в этом году стал капитальный ремонт 2 газотурбинных установок. Подробности подготовки ГРЭС к зиме в материале Александра Хавренко. С апреля месяца на Якутской ГРЭС начинается подготовка к осенне-зимнему периоду. В это время проводятся ремонтные работы, испытания, профилактика оборудования. В этом году в рамках подготовки на ГРЭС был проведен капитальный ремонт 2 газотурбинных установок. Мы провели 2 капитальных ремонта. Турбин ГТ-35 и ГТ-45. Значит, на всех машинах мы заменили термонапряженные узлы. Если быть проще, то это направляющие рабочие лопатки. Значит, в любом случае мы по результатам капитального ремонта машину должны привести к заводским параметрам с целью обеспечения бесперебойного надежного электро- и теплоснабжения потребителей. Не за горами то время, когда температура воздуха на улице понизится до минус 30, минус 40 градусов. И в это время на Якутскую ГРЭС приходится самая большая нагрузка. И сотрудники, и оборудование должны быть готовы к работе в подобных условиях. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду был проведен ряд испытаний и опробований оборудования на Якутской ГРЭС. Значит, были проведены испытания на аварийном топливе, были проведены испытания доремонтные и послеремонтные испытания на Якутской ГРЭС. В настоящее время все оборудование и все мероприятия, запланированные в рамках ОЗП, выполнены, 100% план пройден. Поэтому сейчас, в настоящее время, Якутская ГРЭС готова к пиковым нагрузкам и к экстремальным отклонениям температуры наружного воздуха. Уже более полувека работа на Якутской ГРЭС не останавливалась ни на минуту. Все для того, чтобы в домах якутян всегда было светло и тепло. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. Тем временем в Хаты-на-Рынском на слеге Намского района открыли новую модульную врачебную амбулаторию. Программа реализована по нацпроекту здравоохранения. Теперь у сельчан появился светлый и теплый медпункт, отвечающий всем санитарным нормам, укомплектованный необходимыми инструментами и оборудованием, а также квалифицированным медперсоналом. И хочется еще заметить, что амбулатория у нас оформлена по новому брендбуку Министерства здравоохранения Российской Федерации «Служба здоровья». Как вы успели заметить, здесь и цветовая гамма,
и сам логотип учреждения, все говорит о том, что у нас вот новый брендбук службы здоровья. Вместе с тем существуют в регионе и объекты жизнеобеспечения с давней историей. Например, канализационно-очистной станции Мирного исполнилось 35 лет. Именно там собираются стоки из всех районов города. Затем они попадают на очистные сооружения для механической и биологической очистки. Наши коллеги наблюдали за работой станции. Все сточные воды Мирного собираются здесь. В комплекс за сутки поступает примерно 15 тысяч кубометров сточных вод. Это примерно 3 таких резервуара. Все мы моем посуду, ходим в душ и уборную. Жидкость, что вышла из квартиры через слив, попадает в огромный, как двухэтажный дом, баки. Здесь начинается путь очищения, который разделен на 2 этапа. Механический – это решетки. Вода сквозь отверстия пройдет, а вот крупные частички мусора останутся. А после к борьбе с ненужным приступают бактерии. Жидкость они поджидают в аэротенках, своего рода бассейнах. И там безжалостно съедают все частицы грязи. Биологическая очистка максимально приближена к естественным условиям очистки воды. Это очистка от органики, от химических соединений и дальнейшее обеззараживание сточной воды. Но и этого недостаточно, чтобы вернуть воду в вирелях. Очищенная бактериями жидкость проходит еще и обеззараживание ультрафиолетом. С момента попадания сточных вод в КОСБО до попадания в вирелях проходит около 8 часов. Вода, которая попадает в реку, максимально похожа на ту, которая поступает в водоочистные сооружения. Яна Колесова, эколог, работает в ПТВС 1,5 года. Она отвечает за предотвращение загрязнения реки Ерелях сточными водами. Раз в месяц она вместе с лаборантами станции берет пробы воды. Здесь сбрасываются очищенные в несколько этапов сточные воды. В соответствии с требованиями природоохранного законодательства, Водного кодекса и нормативно-правовых актов, сточные воды при сбросе в водный объект должны соответствовать определенным требованиям, где концентрация загрязняющих веществ не должна превышать установленных нормативов. Поэтому сотрудниками нашей лаборатории регулярно проводятся исследования качества природной воды и также контролируется состав и свойства сточных вод. Всю эту важную для природы и человека работу станция делает вот уже 35 лет круглосуточно. Сегодня в КОС трудится 40 сотрудников, в основном это операторы и лаборанты. Сегодня очистные сооружения справляются эффективно со своей задачей. Силами коллектива реализованы самые современные технологии очистки. Желаю вам не останавливаться на достигнутом. Желаю новых проектов, реализации. Желаю благополучия, успехов, стабильной работы. За последние 5 лет на модернизацию канализационно-очистных сооружений Мирного Алроса направила 200 миллионов рублей. Сейчас на предприятии работают над усовершенствованием блока механической очистки. Сделать управление дистанционным так же, как и в блоках биологической очистки. Анна Винокурова, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край». Постепенно подходят к завершению и дорожные работы. Асфальтирование дорог закончили в Якутске. Приемку по 24 объектам проведут в ноябре. Так, в столице асфальтировали проезжую часть на 27 объектах протяженностью почти 30 километров. В настоящее время ведут укладку тротуаров, обустраивают парковки и автобусные павильоны, бордюры, устанавливают ограждения. Также подключают линии наружного освещения. На проезжую часть наносят разметку, устанавливают дорожные знаки. Полностью дорожные работы завершены и сданы по улицам Федора Попова, Авиаторов, переулку Энергетиков. Также готова подъездная дорога к кардиодиспансеру на улице Мерзлотная. В Усть-Алданском районе из-за продолжительных осенних осадков дороги улусного значения пришли в негодность. Поэтому с первыми морозами силами улусной администрации ведут ямочные и ремонтные работы в 3 направлениях. В Дюпсюнском направлении работу завершили. В данное время с помощью грейдера, трактора и КАМАЗа прокладывают дорогу в Тандинском направлении. Она соединяет 4 населенных пункта. После этого сразу приступят к ремонту дороги в направлении села Курбусах. Конечно, у нас трудности были. У нас везде идут стройки в населенных пунктах. Там большие грузы тоже ездят, поэтому трудности были по содержанию дорог. До конца работу доведем. И первый результат у нас есть уже, это Дюпсюнское направление. Там у нас около 10 наслегов находится.
И, в принципе, там жители уже положительные отзывы нам дают. Сейчас короткая пауза. Оставайтесь с нами. Идем далее. Цены растут. На минувшей неделе стало известно об увеличении стоимости условного набора продуктов питания в Якутии. Цена набора продуктов выросла на 8% и составила 8557 рублей. Об этом сообщили специалисты Федеральной службы статистики по республике. Так, среди городов и районных центров максимальная величина стоимости набора зафиксирована в поселке Зырянка. Это 13 655 рублей. Минимальную же стоимость зафиксировали в Нерюнгри, где тот же набор обошелся бы потребителю в 7671 рубль. В Якутске с начала года продуктовая корзина подорожала на 6% и составила 8479 рублей. В сентябре по сравнению с августом на продовольственные товары наблюдался незначительный рост, примерно 0,1%. Значительное влияние на динамику цен оказало сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию на 3%. Так, лук подешевел на 18%, картофель на 14%, капуста на 13%, свекла на 7%, морковь на 5%, яблоки и груши на 4%. Тем временем продолжается завоз овощей, продуктов питания и продовольственных товаров в северные и арктические улусы. В период навигации водным путем завезены основные объемы. В настоящее время продукты доставляют при помощи авиации. Ежедневно из Якутска отправляют 2 самолета. Подробности в материале Александра Хавренко. В республике продолжается работа по доставке продуктов питания, овощей и продовольственных товаров в северные арктические улусы. Уже завершилась навигация. За навигацию было завезено более 400 тысяч тонн товаров. Сейчас же идет доставка воздушным путем. Практически ежедневно из Якутска отправляются 2 самолета с овощами и продовольственными товарами для северных районов. Каждый самолет доставляет порядка 6 тонн груза. Все вопросы финансирования правительством республики по заданию главы республики решены. План, график вылетов полностью составлен, рейсы осуществляются, и до населенных пунктов мы осуществляем доставку с помощью малой авиации самолетами Ан-2. Ну, вот то, что мы планировали, объем закладки картофеля, капусты, моркови, свеклы полностью выполнен. В каждом районе поставки есть филиал компании «Якутопторг», который занимается реализацией продуктов населению. Цены на товары устанавливаются и регулируются государством. Так, для арктических районов килограмм картофеля стоит 90 рублей, капуста 50 рублей за килограмм, морковь и свекла по 95 рублей за килограмм. И прежде чем отправиться к потребителю, овощи проходят сортировку и выбраковку. Картошку, капусту, овощи с местных производителей. Картошка очень хорошая в этом году, погода позволяла. Капуста тоже, овощи в нормальном качестве. Заготовили лук, Казахстан, зимний сорт. И вот этот лук тоже отправим на север и в город Якутск. Обеспечиваем. Первые авиарейсы с овощами и продуктами уже прибыли в арктические районы. В поселок Усть-Куйга доставили овощи и молочную продукцию. Большого ажиотажа среди покупателей нет. Кто-то берет пару-тройку килограммов, а кто-то на большую семью закупает сразу мешками. Никаких ограничений по количеству отпускаемого товара нет. У нас получается картофель, лук, бананы, молоко, молочка, яблоки. Все есть. Сейчас главная задача компании – завести достаточное количество овощей и продовольственных товаров в районы, чтобы избежать дефицита до открытия автозимников. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. Традиционно осень – это сезон забоя животных и, как следствие, обновления мясного ассортимента на крестьянском рынке Якутска. Однако цены на картофель по сравнению с августом заметно снизились. О ценах на главном продуктовом рынке столицы в следующем материале. С различных районов республики сюда, на крестьянский рынок города Якутска, съезжаются различные предприниматели, чтобы, разумеется, реализовать свою овощную, мясную и молочную продукцию. Наша съемочная группа также побывала на рынке и готова поделиться подробностями, чем же удивят продавцы в этот раз и какие цены на те или иные продукты.
Осень – сезонное время забоя животных и, как следствие, обновления мясного ассортимента на крестьянском рынке Якутска. Свежее мясо обойдется покупателям несколько дороже, нежели в прошлом году. Цена на килограмм начинается от 650 рублей. Привозят мясную продукцию в основном из Мегино-Кангаласского и Чурапчинского районов. Также на рынке можно приобрести фарш, субпродукты. Перешел купить вот говядину свежую, килограмм 700 рублей. Качественное, хорошее мясо. Я же сам из Верхоянского района, севера, вот поэтому сразу видел, что хорошее, свежее мясо. Сразу вот выбрал. Цены на картофель по сравнению с августом заметно снизились. Сейчас килограмм картошки обходится примерно в 80 рублей. Капуста сорта «Слава» обойдется покупателю в 35 рублей. Цены на лук начинаются от 70 рублей. Ну, капусту нашу хорошо берут, картошку тоже. В основном свои клиенты знают нас. Город маленький. Много. Ну, где-то тонн 2 капуста идет и полтонны картошка каждый день идет. Молоко свежее вчера пришло. Это натуральное. 30 рублей. 2 бутылки. Хорошо. Большим спросом пользуется и молочная продукция от местных производителей. На всех прилавках цены представлены примерно на одном уровне. Люди в основном покупают масло, молоко и сепараторские сливки и творог. Еще вот эти сливки, которые на керчах. Сливка на керчах. На прилавках традиционно есть и местная рыба. Можно приобрести как соленую и копченую, так и свежезамороженную осеннего улова. В целом же жители и гости Якутска предпочитают покупать продукцию именно на рынке. Говядина 650, яйцо по 140, по-моему, десяток. Ну и сало кусочек до 200, соленое взяла местное, до 250 рублей. Ну где-то грамм 400, наверное. Если бы не нравилось, я бы не ходила. Качество нормальное. Выбор на любой вкус и размер кошелька. И, что немаловажно, товары местного производства из различных районов республики, от сельскохозяйственных кооперативов и фермерских хозяйств. Ну а самое главное – это свежая продукция, за которую изготовитель, разумеется, несет ответственность. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. От пищи материальной к пище духовной. В Русском театре готовятся к очередной премьере. На сцене покажут постановку «Араб Петра». Спектакль по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Араб Петра Великого». Премьера намечена на 11 ноября. Ну а мы посетили репетицию. Тема для спектакля выбрана не случайно. В «Арабе Петра» сошлись две исторически важные для России личности. Автор Александр Пушкин и главный герой император Петр I. Этот год у нас идет под эгидой 350-летия Петра I. Собственно говоря, это и было первым темой, почему мы взяли «Араба Петра Великого». Вкратце, да, это незаконченный роман Александра Сергеевича Пушкина. Понятно то, что театр Пушкина, пушкинская тема к нам, она очень близко всегда находится. И была такая задумка буквально года полтора назад, почему бы не взять именно этот материал. И как выясняется, то, что материал очень близок к сегодняшнему дню. Для постановки спектакля пригласили режиссера Алексея Ларичева из Тюменского драматического театра. Алексей на протяжении многих лет сотрудничает с Русским театром, прекрасно знает его труппу, и у него есть свое видение на постановку. Мы хотим сделать такой человеческий проект, потому что очень редко связывают человека и Петра. Петр как функция, а у нас будет Петр как человек. Вот это некое отличие от всех Петров, которые были по первому, второму, ну и так далее каналу. Мы постараемся это сделать. Как правило, в спорах, когда люди не слышат, не понимают друг друга, они прибегают к каким-то таким аргументам. А вот Петр I бы, да, вот мы эту позицию тоже занимаем и как бы выставляем свою и претензию, и сверхзадачу обществу, конечно, да. Роль Ибрагима Ганнибала досталась актеру Степану Федоренко. Интересно, что на протяжении многих лет Степан в театре исполнял роль Александра Пушкина. И вот теперь ему предстоит воплотить на сцене образ предка великого писателя. В этом есть какая-то такая символизм какой-то такой от одного образа к другому. Посмотрим, как получится. Ну, для меня это очень интересная роль, потому что такой работы у меня еще не было. В этом
даже что-то такое шекспировское есть, как, на мой взгляд, в образе Ибрагима. Это такой персонаж белая ворона, и при этом беззаветно преданный своей любви. Главная женская роль Натальи досталась Екатерине Зориной. В послужном списке Екатерины это уже третья роль в спектаклях по произведениям Александра Пушкина. До этого она играла в «Капитанской дочке» и «Барышне-крестьянке». Они друг друга дополняют, я бы сказала, потому что эпоха плюс-минус одна и та же. Как бы временной промежуток один и тот же. Поэтому как бы образ разный всех трех персонажей, конечно, но он объединен как бы и эпохой, и внутренним содержанием. Разумеется, это очень приятно пытаться разобрать классику и пытаться сделать персонаж таким, чтобы в зрительном зале он был понятен, близок. Премьера спектакля назначена на 11 ноября, и до этого времени в театре предстоит огромная работа. Сшить костюмы, завершить декорации, отрепетировать и прогнать весь спектакль со светом и музыкой. А зрителям запастись терпением в ожидании встречи с любимыми актерами на новом спектакле. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Знаковый юбилей в этом году, 5-летие, отмечает музей «Россия. Моя история». За это время парк стал площадкой для множества проектов и встреч. Выступал как в качестве концертной площадки, так и поэтической мастерской. В честь юбилея исторический парк подготовил насыщенную программу, рассказывает Мария Кардашевская. Здесь нет ни фотографий в рамках, ни экспонатов, ни витрин. Вместо них здесь экраны, проекторы и сенсорные столы. Мультимедийный парк по праву завоевал любовь якутян. В год его посещает около 100 тысяч человек. За это время парк становился площадкой для разнообразных проектов и встреч, в том числе и всероссийского и международного масштаба. Выступал и в качестве концертной площадки и поэтической мастерской. За 5 лет музей сделал то, что можно было сделать за 50 лет, наверное, или за 100 лет существования нашей республики. Потому что время очень быстрое, оно моментальное, а вот виртуальный, скажем, музей или открывание кругозора знаний, новых сведений о том, что нас окружает в виртуальном эквиваленте, оно ускоряет процесс, оно делает его всеобъемлющим. И оно влечет новое поколение, потому что новое поколение живет в реальном виртуальном мире, мире интернета, мире быстрой информации. В рамках юбилейных мероприятий здесь прошло межрегиональное совещание о роли исторических парков «Россия. Моя история» в историческом просвещении и гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения. В совещании приняли участие представители министерств и ведомств, а также гости, руководители исторических парков сети из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Для нас очень значимо, что руководство республики уделяет большое внимание историческому просвещению, уделяет большое внимание не только федеральной истории, но и региональной истории. Сегодня мы осматривали выставку вместе с нашим большим коллективом, приехали руководители исторических парков из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Москвы. Мы осматривали выставку, посвященную столетию республики. И, конечно, выставка производит самое благоприятное, самое сильное впечатление. В этот знаменательный день в музее открылась выставка «Герои с вечно русским сердцем». Она посвящена тем, кто защищал Родину, тем, кто не побоялся отдать жизнь за мирное небо над Россией. В нее вошли фотографии 82 солдатов, героев. Из них 38 якутян. Нам очень приятно то, что наших детей помнят, не забывают. О том, что это большой пример для подрастающего поколения. Своих детей мы воспитывали в духе патриотизма, и сейчас это очень важно. Мультимедийный парк «Россия. Моя история» – это масштабный интерактивный исторический проект, созданный по инициативе Патриаршего совета по культуре и Фонда гуманитарных проектов, поддержанный президентом страны. Сегодня проект включает исторические парки в 24 регионах страны. Роль исторических парков в просвещении молодежи, несомненно, велика. Мария Кардашевская, Павел Пахомов, Якутск. А уже в это воскресенье, 23 октября, Якутия отметит День работника ювелирной и алмазогранильной промышленности. Праздник учредили в 2010 году. В этот день, в 1992 году, на Сунтарском гранильном заводе был огранен первый в Якутии бриллиант весом 27,00 карат. Но в преддверии праздника этого года прошел круглый стол. Обсудили проблемы ювелирной и алмазогранильной промышленности. Приняли участие представители исполнительных органов власти, банков, ювелиры, предприниматели и другие гости. Одной из главных проблем для предпринимателей в ювелирной сфере обозначили финансирование.
Первое – это микрофинансовая деятельность. Да? Мы можем выдать нашим ювелирам сумму до 5 миллионов. Ставка у нас от 6 до 8% годовых до 5 лет. Есть вторая мера поддержки – это гарантийная деятельность, по которому наши ювелиры могут обратиться в любую кредитную организацию, которая работает на территории Республики Саха-Якутия. Мы им можем помочь предоставлением залога в виде поручительства фонда. Ну и третья мера поддержки, которая сейчас уже запускается. В нашем фонде есть деятельность Фонда развития промышленности Республики Саха-Якутия в части обрабатывающей промышленности. А прикоснуться к прекрасному и увидеть лучшие работы якутских ювелиров якутяне смогут, посетив сокровищницу Якутии. Там открылась выставка ювелирных изделий, среди которых уникальные экспонаты. Всего представлено более 100 шедевров от якутских мастеров, рассказывает Галина Чекурова. Наталья Намын уже на протяжении 10 лет занимается дизайном ювелирных украшений. Ее работы отличаются от остальных тем, что она в своих изделиях использует такие материалы, которые обычно не совмещаются. К примеру, в ее изделиях сочетается серебро, шелк, ткань и кожа. По словам Натальи, с самого детства ее тянуло к изготовлению ювелирных украшений. В детстве как раз я вспоминаю, что в садиковском возрасте я ходила и там находила проволочки. И делала там украшения себе, там сережки, кольца, и подружкам своим раздаривала. Вот. Я закончила Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, факультет декоративно-прикладного искусства. И у меня была преподаватель, которой я очень благодарна за то, что она меня направила на путь украшений, красоты, ювелирных украшений, да, ювелирного искусства точнее. Помимо работ опытных ювелиров с 10-летним стажем, представлены и экспонаты новичков. Петр Капитонов закончил 2 года назад художественное училище имени Петра Романова и успел показать свое мастерство не на одной выставке. Так, по словам Петра, он выиграл золотую медаль на выставке в городе Новосибирск. На данной выставке он продемонстрировал работу под названием «Хотой Оюн», сделанную из низкопробного серебра и дерева. У меня вдохновение вышло из того, что я увлекаюсь именно культурой Якутии. Меня заинтриговала именно шаманизм тема. На изготовление мне ушло месяц. Недавно только закончил. Так как специалисты считают, что наше прошлое должно быть тесно связано с нашим настоящим, помимо авторских работ ювелиров на выставке представлены и украшения людей, живших в 17-18 веке. Здесь представлены работы молодых ювелиров, с которыми мы вместе работаем, которые с нами ездят на полевые археологические работы. Здесь, например, этот пояс представлен, он был найден в мужском погребении, серьги из женских погребений. И здесь, в целом, такой объединенный образ, скажем так, украшений, который встречается в погребениях 17-18 века, 18 преимущественно. Данная выставка проходит в рамках наступающего дня ювелирных и алмазогранильных работников. Стоит отметить, что некоторые представленные экземпляры пойдут в коллекцию сокровищницы Якутии. Сегодняшняя выставка посвящена Дню работников ювелирной отрасли и алмазогранильной промышленности Якутии. В 2010 году был учрежден указом Вячеслава Анатольевича Штурова День работников ювелирной отрасли. В связи с этим мероприятием мы организовали эту выставку. В основном представлены работы молодых ювелиров-мастеров и ведущих ювелирных предприятий республики. По словам участников, быть ювелиром – это быть близкой к прекрасному, к красоте, но при этом понимать, что работа очень тяжелая. Ювелирные изделия не просто предмет роскоши, но и возможность сохранения нынешней истории для будущих поколений. Я думаю, что здесь большой информационный потенциал именно для будущих исследований, потому что мы воспринимаем нашу современность как каждодневную проблему, да? А через 10 лет, через 50 лет, через 100 лет это будет история, и каждая работа, которая здесь представлена, будет изучена исследователями. Выставка пройдет до 3 ноября, и каждый желающий может вживую узреть произведения ювелирного искусства, сделанные руками земляков. Ведь не зря изделия якутских мастеров узнаваемы во всех уголках мира. Галина Чекурова, Георгий Григорьев, Якутск. Сейчас последняя пауза в нашей программе. Скоро мы вернемся. Дождитесь.
Теперь о спорте. Меньше недели остается до старта международных соревнований по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Дмитрия Коркина. А на этой неделе презентовали медали турнира. В мероприятии приняли участие олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Советского Союза Павел Пенигин, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Александр Иванов, победитель игр доброй воли, заслуженный мастер спорта Василий Гоголев. Напомним, что турнир пройдет 28 и 29 октября в Центре спортподготовки «Триумф». Всего прибудут около 150 спортсменов. А лучшему борцу международного турнира вручат специальный приз. Это серебряная борцовка из чистого серебра весом 550 граммов. По данному эскизу мы еще приготовили памятные медали, да, для наших гостей. И эскиз он уже размером в диаметре 9 сантиметров, да, в ширине 7 миллиметров, очень качественный. Да, вот медали получился. Вот на медали, значит, там на фоне Дмитрий Петрович Коркин, да, и наши прославленные олимпийцы Арман Михайлович Дмитриев, Павел Павлович Пенигин и Александр Николаевич Иванов. Также на неделе сборной команде республики вручили единую экипировку с якутским оберегом. Мэр Якутска Евгений Григорьев не первый год поддерживает вручение формы для сборной команды. Единая экипировка стимулирует, придает силу духа, уверенность и сплачивает вольников в единую команду, уверены спортсмены. Проводим совместные сборы со сборными команды в Республика Тыва, Республика Бурятия, Иркутская область и Красноярский край. Такого сбора не было давно, и мы будем дальше работать совместно с другими регионами, чтобы после Крылова оставаться на турнир Коркина и между ними сделать сбор. Форма, конечно, объединяет ребят всех, поднимает дух ребят, настрой. Ежедневно в спортивном центре «Триумф» совместно готовятся к турниру сборные команды республик Якутия, Тыва, Бурятия и Краснодарского края. На сегодня свое участие подтвердили 11 стран. Если получится с визой, то на якутском ковре выступят борцы из Ирана и Индии. Россия также будет представлена внушительным составом. Приедут олимпийские чемпионы, победители чемпионатов мира и Европы. В продажу уже поступили билеты. В составе 6 участников и один тренер я приехал. У моих ребят там хорошие ребята. Казарык Саин, чемпион мира среди молодежи до 21. Седенгежик, чемпион всероссийского турнира имени памяти Дмитрия Георгиевича Миндашвили. Хороший состав привез ребят. А теперь о тех, кому только предстоит покорить заветную высоту. Каратисты из Алдана готовятся к всероссийскому турниру «Медный всадник». Он пройдет в конце октября в Санкт-Петербурге. Участие в соревнованиях такого ранга приближает спортсменов к их заветной мечте – попасть в сборную России. О буднях спортсменов далее. Каратэ Киокусинкай становится очень популярным видом спорта в Алданском районе. Сегодня численность детей и подростков, которые постигают данное восточное единоборство в секциях, перевалила за 200 человек. С этого года мы внедрили программу каратэ-школы. В ней у нас занимается 70 человек, внеурочная деятельность. И открыли филиал секции в Курнахе. Там занимается 55 человек. И, конечно, на начало учебно-тренировочного года в наши залы, которые находятся в городе Алдане, пришло в районе 30 человек. То есть в данный момент где-то у нас занимается 160 человек федерации и 70 человек посещают внеурочную деятельность. Начало нового сезона для каратистов стало очень насыщенным. Плотные тренировки и несколько на выезде. Недавно ребята вернулись со сборов в Благовещенске, где под руководством опытных сенсеев-наставников готовились к предстоящим серьезным соревнованиям. 15-17 были сборы учебно-тренировочные в Благовещенске под руководством заслуженного мастера спорта сенсея Нестеренко Романа Александровича. Проходили сборы в рамках подготовки к всероссийскому турниру «Медный всадник», который пройдет 28-31 октября в Санкт-Петербурге. Участие и победы в турнирах подобного ранга приближают Алданскую федерацию каратэ Киокусинкай к главной мечте – попасть в сборную Российской Федерации. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Такое наши корреспонденты увидели уходящую неделю. Это была программа «Якутия. День за днем». Увидимся на канале «Якутия-24».